Добрый день, уважаемые зрители подкаста «Бір белгісі». Сегодня у нас в гостях председатель Корейского культурного центра Чинсон Син Жанна Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте, Жанна Павловна. Как юрист, историк по образованию, как председатель культурного объединения, скажите, пожалуйста, ваше мнение выразите по поводу предстоящих изменений статуса ассамблеи, преобразований в рамках конституционной реформы. Спасибо за вопрос. Вы знаете, что Ассамблея народов Казахстана, а теперь Ассамблея народа Казахстана, подчеркиваю это, большая структурная организация, которая объединяет практически все население Казахстана. Мы все принадлежим к какой-то национальности, да, но мы все единый народ Казахстана. Все мы находимся под крылом, в прямом и переносном смысле, Дома дружбы. Вот. И государство прекрасно понимает, какая мощная сила в нашей Ассамблее народов Казахстана, сколько может сделать наша организация на благо государства. И, соответственно, то внимание, которое уделяется нашей Ассамблее, вот, к примеру, посмотрите, какой замечательный Дом дружбы, где мы находимся. У каждого из нас есть наше представительство, кабинет, оборудованный в традиционных наших национальных и этнокультурных каких-то особенностях. Мы по неусыпным вниманием и помощью отдела внутренней политики областного акимата огромную помощь оказывают, секретариат ассамблеи. А все потому, что наше государство прекрасно понимает, что мы являемся организацией, которая объединяет весь наш народ. Сегодня посмотрите, вот на злобу дня, да, что называется, какая турбулентность, какая тяжелейшая ситуация, опаснейшая ситуация в мире. Хотя мы прекрасно с вами понимаем, что стоит за этой войной, которая начинается, разгорается на Ближнем Востоке, но весь ужас в том, что втягиваются нации, народы, попытка развязать межнациональную и межрелигиозную войну. Это страшно. И в этом смысле, находясь в такой серьезнейшей ситуации международной, мы должны проявить наилучшие свои качества гражданские. И в этом смысле Ассамблея дружбы, Ассамблея народов Казахстана является, я скажу таким без лишнего пафоса, оплотом для государства от этого и внимания, которое нам уделяется. Теперь посмотрите, если мы говорим, что в рамках реформы нашей новой Конституции, да, принятия новой Конституции, какая уделяется роль Ассамблеи Казахстана, Ассамблеи народа Казахстана. То есть мы теперь из общественной организации мы превращаемся реально в институт власти, поскольку нам в рамках Совета народов, да, предоставляется законодательная инициатива. То есть мы постепенно из общественной организации перерастаем в политическую силу. Да. Это о чем говорит? О том, что государство прекрасно понимает, что сила-то в людях, сила в народе, сила в единстве. Собственно, вот так я вижу сегодняшнюю ситуацию. Спасибо большое за такой подробный, исчерпывающий ответ. Второй вопрос касаемо молодого поколения. Вот вы как человек, который имеет большой преподавательский опыт, как вы считаете, какие наиболее эффективные инструменты в работе с молодежью в сфере профилактики межэтнических отношений в нашем обществе? Знаете, вопрос звучит достаточно просто, да? Казалось бы, что надо делать, чтобы привлечь молодежь, научить их мирно сосуществовать? Фактически вопрос очень сложный. Он требует большого методологического исследования, поскольку мы живем в удивительное время, да? Молодежь сейчас другая, другие интересы. И вот тот формат проведения тех же мероприятий, да, он уже не интересен нашему молодому поколению. И я их понимаю. Если когда-то говорили, что телевизор разъединил судьбы, да, то сейчас каждый, имея на руках гаджет, да, он
погружен в свой виртуальный мир. И, следовательно, мое стойкое убеждение, что я не дам вот какой-то рецепта, да, что нужно сделать. Мое стойкое убеждение в том, что это серьезнейший вопрос, которым должны заниматься определенные министерства и ведомства профильные. Потому что вся наша надежда теперь, да, на молодежь, будущее страны за этими людьми, которые сейчас растут, учатся, залипают в гаджетах, да. Поэтому методика работы с ними, да, как их научить, каким образом, с детского сада, со школьной скамьи, да. Поэтому я считаю, что это серьезнейший вопрос, которым должны заниматься профессиональные ведомства, профильные ведомства. Но с чего все начинается? Все начинается с семьи, правда? То есть, если в семье толерантное отношение к другим культурам, вероисповеданию, если я счастливый человек в том плане, что на моей памяти, находясь и живя в моем родном Казахстане, я не сталкивалась с вот таким жестким прессингом по этническому или конфессиональному какому-то принципу. Но нужно учить детей. И учеба, еще раз говорю, начинается с семьи. Поэтому я призываю родителей, таких мудрых, таких взрослых, которые запрещают пользоваться много гаджетами, но тогда найдите время. Тогда найдите время, чтобы поговорить о важном, о будущем страны. Потому что это наша Родина, никто ее покидать не собирается. И нам нужно достойнейшим образом, высоко подняв голову, говорить, что мы все казахстанцы. А для этого, я считаю, основа семья. Спасибо. Тут, наверное, и как бы логичен третий вопрос вот, о тех духовных ценностях, которые характерны для нашего общества. Да, все вопросы сопряжены, да? Они взаимосвязаны, потому что очень трепетные и очень тонкие, да, очень тонкие. Когда мы говорим о традициях, о воспитании в семье, да, вот можно как раз плавно мы переходим к этому. Мы с вами счастливые люди, знаете, потому что в нашей стране, в наших семьях, да, с детства мы почитаем отца, мы преклоняемся перед мамой, мы любим деток, мы сопереживаем людям нездоровым, да? Мы ласковы с любимыми животными. У нас у всех великолепная основа, вот тот фундамент, который есть. И опять возвращаясь, это же семья. Нам бы не растерять этого всего, потому что мы живем в таком мире. Сейчас наши дети, они люди мира буквально, да? Опять-таки возвращаясь к той возможности, тому информационному пространству, которое у них есть. И те попытки влезть вот буквально с ногами в наши ценности, в наши культурные устои, вот те семейные скрепы, да, национальные традиции, которые являются скрепы буквально, они ужасают. И я позволю себе вам акцентировать внимание на 27-й статье Конституции, да, которая вот новая, предстоящая, да, в которой четко прописывается, что брак – это добровольный, равный союз между мужчиной и женщиной, закрепленный государством. Да? Поэтому, опять-таки, государство прекрасно понимает, что национальные традиции сложившиеся, культурные традиции этносов и народов, проживающих здесь, в Казахстане, они есть и будут основой. Все дело за воспитание. Спасибо большое, Анна Павловна. Спасибо за содержательный разговор. Вам спасибо за приглашение, было очень приятно.